Кыргызстане активно продолжается строительство стадионов. На крупнейшем из них Азаттык-арене уже выполнено более 80% бетонирования. Работы идут без перерыва. Чтобы успеть сдать объект своевременно, здесь трудятся свыше 1500 человек. Стадион строится по стандартам FIFA с особым вниманием к качеству и безопасности. Я стою на 5-м этаже стадиона, и поскольку объект возводится по стандартам FIFA, здесь особое внимание уделяют качеству и надежности конструкций. К примеру, вот эта мегаколонна, в ее составе более 90 стержней арматуры диаметром 28 мм. Каркас собран с помощью вот таких хомутов. Процесс бетонирования Азаттык-арены идет с полной силой. Почти 800 строителей занимаются им, а монолитные работы уже выходят на финиш. Завершается последний этаж 8-го блока. На площадке активно работает около 30 единиц спецтехники. По словам представителей подрядной компании, строительство идет четко по графику, без отставаний. Кроме 8-го блока у нас остались работы на 2 этажа в 7-м блоке. Далее будем переходить к 5-му и к 4-м блокам. Идем по графику и думаю, что успеем к запланированной дате. Отмечу, что бетон производится у нас, а арматурные стержни привозим из России. При строительстве стадиона строго учитываются все требования безопасности. В случае чрезвычайной ситуации зрители смогут покинуть его всего за несколько минут. Для быстрой эвакуации предусмотрены специальные выходы и 44 лифта, размещенные по всему периметру стадиона. В случае ЧС зрители должны покинуть стадион за 15 минут. В больших блоках будет 6-8 лифтов, а в остальных по 4. Кроме того, выходы продуманы так, чтобы люди могли легко покидать территорию. Это все требования FIFA, поэтому стадион обязан им соответствовать. Стоит отметить, что Азаттык-арена станет крупнейшим стадионом в Центральной Азии. Он рассчитан на 51 тысячу зрителей. На территории предусмотрено 1800 парковочных мест, и в будущем их планируют увеличить вдвое. Также рядом строится торговый комплекс площадью 40 тысяч квадратных метров. Открытие арены приурочено к 35-й годовщине независимости Кыргызстана. Наряду со стадионом Азаттык-арена в Бишкеке активно возводится малая арена имени Долёна Омирзакова. Работы завершены на 90%. В настоящее время укладывается тротуарная плитка и ведется подготовка к благоустройству прилегающей территории. Новая арена подходит не только для спортивных соревнований, но и для проведения концертов и культурных мероприятий. Внутри установлено современное освещение, LED-экраны, а для зрителей предусмотрены удобные мягкие кресла. Мы использовали только высококачественные материалы. На арене уже установлены мягкие театральные кресла на 5000 человек. Также здесь размещены современные панорамные LED-экраны, настенные дисплеи и бегущая строка для рекламы. Пол покрыт паркетом, соответствующим мировым стандартам, который был закуплен в Венгрии и имеет сертификаты для проведения международных соревнований. Внутри крытой арены предусмотрены VIP-зал, комментаторская комната для спортивных трансляций и специальные места для представителей СМИ. Кроме того, на 2-м этаже будет кафе. Малая арена занимает 3 этажа, включая подвал. На восточной стороне расположена VIP-зона, к которой помимо лестниц ведет лифт. Для спортсменов и участников культурных мероприятий предусмотрены 4 раздевалки, 2 большие и 2 маленькие. Для представителей СМИ оборудован отдельный зал для проведения пресс-конференций. С западной стороны находится зона фастфуда, где посетители смогут быстро перекусить. Для зрителей предусмотрена парковка на 80 автомобилей. В настоящее время осталось выполнить около 10% работ по укладке тротуарной плитки и благоустройству территории. После завершения этих работ планируется открыть арену в ноябре. Конструкция арены позволяет проводить не только спортивные мероприятия или концерты, но и многое другое. Кроме того, предусмотрены 4 выхода, которые позволяют покидать арену быстро.
Старая малая арена давно изжила себя и долгое время оставалась без внимания. Территория вокруг превратилась в оживленное место с ресторанами и бизнесом, став прибыльным уголком в самом центре города. В прошлом году ее полностью снесли, чтобы дать старт строительству новой современной арены. В будущем она создаст условия для проведения крупных спортивных событий и культурных мероприятий, превращая пространство в настоящий центр притяжения для горожан и гостей. Государство оказывает активную поддержку спортивной отрасли страны. Доказательством тому служат строительство двух вышеперечисленных объектов. В общем, в этом году возводится и обновляется 15 стадионов. А 15 сентября во главе с Камчыбеком Ташиевым был открыт стадион в Токтогульском районе. Он не проходил реконструкцию 45 лет. Благодаря упорному труду и настойчивости, начиная с 2010 года, футбольный клуб «Токтогул» является гордостью Токтогульского района. И, наконец, он обрел собственный стадион. Теперь жители смогут с гордостью поддерживать свою команду на родной земле. Уважаемые соотечественники, наша сила в единстве, а будущее за молодежью. Пусть этот стадион станет символом дружбы, развития и укрепления имиджа Кыргызстана на международной арене. Президент Садыр Джапаров, открывая стадион «Достук-арена», напоминал о подписанном в 2023 году указе и национальной программе развития футбола до 2034 года. Благодаря этим инициативам в стране начались масштабные изменения в спортивной инфраструктуре. Аймерим Назарова, Руслан Бароненко, ЛТР. Итоги недели.